информационной безопасности участников малого и среднего бизнеса. И вот уже у нас на сцене появился докладчик Алексей Алексеев, лаборатория Касперского. Я понимаю, что через этот доклад у нас будет замечательная секция, посвященная безопасности в интернете, с участием разных людей. И я думаю, что в рамках этого круглого стола мы попробуем обсудить и в том числе те вопросы, которые только что поднимались на докладе Алексея. Ну и еще раз я напоминаю, что официальный хэштег конференции решетка UIC 2012. Также у нас конкурс продолжается по самому оригинальному расшифрованию аббревиатуры выпуска этой конференции. И все, мы готовы, да? Алексей. Господа, уважаемые дамы и господа, позвольте вас поприветствовать от лица лаборатории Касперского. Мы хотели бы выразить свою признательность организаторам и, конечно же, уважение вам, участникам данной конференции, за то, что вы не просто так пришли, а слушаете до конца, и слава богу, что кто-то еще остался до конца мероприятия. Свою солидарность я хотел бы передать со стороны Евгения Валентиновича Касперского, нашего руководителя компании. Ну и в рамках своего доклада я так или иначе хотел бы прежде всего представить нашу компанию. Мы являемся отечественными разработчиками и на текущий момент, в общем-то, на рынке IT-security существуем полных 15 лет. И компания была создана в 1997 году, но тем не менее, в свою очередь, несмотря на то, что мы молодые, все-таки мы просуществовали больше, чем станция «Мир» на околоземной орбите. В нашей компании на текущий момент трудится более 2500 сотрудников. Это достаточно большой потенциал, ввиду того, что 1/3 этих сотрудников являются в том числе разработчиками и исследователями. Вообще Евгению Валентиновичу удалось привлечь талантливую молодежь и возрастной диапазон наших сотрудников это где-то от 20 до 35 лет. В общем-то, в технологиях, в разработке суперкомпьютеров и так далее, как раз не хватает, на мой взгляд, новых молодых разработчиков, новых идей. В нашей компании они есть. На текущий момент мы существуем и разрабатываем программные решения не только на российском рынке. Российский рынок — это наш домашний, скажем так, регион, но тем не менее мы уже давно на мировой арене значимся как достаточно продвинутые разработчики программных решений, не просто файловых антивирусов, а именно хотел бы подчеркнуть, что решений. И мы в текущий момент защищаем уже более 300 миллионов пользователей по всему миру, то есть на всех континентах земного шара. Наши продукты защищают как домашних пользователей, так и корпоративных пользователей, куда входят и учреждения малого, среднего, крупного бизнеса. На данный момент, скажем, у нас поставки более 200 тысяч компаний. В России это могут быть крупные банки, часть тех учреждений, которых могу назвать. В принципе, они здесь представлены. Это холдинги, это и многие-многие другие производственные предприятия. На текущий момент лаборатория Касперского вот за последние годы продемонстрировала достаточно очень успешный рост для того, что мы вышли на многие географические направления, географические дивизионы стратегических рынков, в том числе американский рынок, рынок стран АПАК, Азии и так далее. И компания выросла по сравнению с 2010 годом более чем на 14%. Это достаточно очень много, ввиду того, что наша компания находится исключительно в узкой специализации разработки решений IT-security с защитой от киберугроз, в том числе от угроз из интернета. Собственно, хотел бы вас немножко посвятить в эти статистические данные. На текущий момент мы фиксируем ежедневно более 125 разновидностей угроз. Мы детектируем
более 120 миллионов небезопасных ссылок, блокируем вот ежемесячно более 200 миллионов сетевых атак в нашей жизненной коммуникации. Эта информация даже не только по нашим данным, но еще и по данным крупных операторов, таких как Мобилком, МТС и многих других. 72% всех сообщений в нашей жизненной коммуникации – это спам, ненужная информация. Собственно, вот те данные, которые вот докладчики приводили, о том, что очень много выкладывается информации в YouTube, еще куда-то, очень много паразитной информации в интернете. И в общей связи можно сказать, что проблема интернета – это проблема культуры, нашей с вами культуры, взаимодействия и культуры общения, но при этом культуры обращения с информацией. К сожалению, здесь можно сказать, что потенциальные пользователи, они как некие неандертальцы. Не всегда знают, что им нужно, не всегда знают, куда они ходят, и не всегда знают, как себя защищать в связи с этим. Есть мнение, что малый и средний бизнес под угрозой. Ну, в общем-то, с этим мнением можете не согласиться, потому что вы являетесь участниками, допустим, многие из вас участниками этого сегмента рынка, и по себе можете сказать, что на самом деле, может быть, никаких угроз-то и нет. Я хотел бы вас не то чтобы убедить, а просто познакомить с данными, которые мы получили путем опроса тех же участников, которые находятся в среднем и малом бизнесе. Мы опрашивали компании, которые потенциально и реально являются пользователями наших продуктов, и при этом опрашивали более 22 стран. Именно опрашивали специалисты компаний, малый бизнес. Мы понимаем учреждения, в которых количество узлов или, скажем так, конечных точек, которые необходимо защитить, не более 250 единиц. Россия сюда тоже попала, и посмотрите, какие внешние угрозы вошли в топ-5. На первом месте на текущий момент это спам, очень много информации, как я сказал, блуждает в интернете, и это подтверждают наши респонденты из малого и среднего бизнеса. На втором месте это вредоносный ПО. Зачастую из-за нехватки бюджетов многие переходят в область, когда приходится пользоваться бесплатным программным обеспечением, не всегда надежным, не всегда ориентированным на те или иные задачи. Ну и очень много пиратского программного обеспечения. Вообще тема номер один сейчас это точечное, скажем так, проникновение в корпоративные сети путем DDoS-атак. Есть очень много интерфейсов у многих учреждений, опять же через интернет, какие-то порталы, какие-то сайты, через которые злоумышленники могут проникнуть и тем самым дестабилизировать работу, либо украсть необходимую персональную информацию. Сейчас это действительно тема номер один, тем более, что вы всю эту информацию можете подчеркнуть из средств массовой информации. Сейчас очень много хакерских группировок под названием Anonymous и всевозможных, которые атакуют бизнес, при этом в общем-то, оставляет многих с большим, что называется, носом. Да? Очень много атак, таких известных, на корпорацию Mitsubishi, Sony PlayStation, когда атака со стороны хакерских группировок позволила сделать доступ злоумышленникам к большому количеству персональной информации тех пользователей, которые приобретают эти девайсы. Это более 77 миллионов пользователей. Представляете, какая информация может попасть к злоумышленнику. Очень много атак средств массовой информации. Ну и, собственно, иногда бывают эти атаки происходят на коммерческой основе, когда бизнесы одного управления могут, что называется, заказывать друг друга. Есть такой тоже момент, мы это также замечаем. Ну, что касается спама, то в большей степени по итогам этой информации, этого опроса, конечно же, спам касался вот таких сфер деятельности, образования, фармацевтии, недвижимости, юридические услуги и так далее. Конечно, я не буду останавливаться, идти дальше. При этом хотелось бы еще посвятить вас данные о том, как картина по
вредоносных программных обеспечений, с которыми сталкиваются наши уважаемые пользователи, то бишь вы, уважаемые дамы и господа, фиксируется нами в пересчете на среднего пользователя Приволжского федерального округа. Смотрите, что большая часть, вот по итогам третьего квартала, большая часть таких вредоносных программ было поймано непосредственно в городе Уфа. Далее Казань, Самара, ну, собственно, это крупные города меридиане. Да? Если применительно с браузером и платформам, на которых работают наши уважаемые пользователи, то тоже можно констатировать, что здесь несколько беспечно многие пользователи переходят на более безопасные операционные системы. Windows давно уже отстала от сегодняшнего дня, и непременно нужно уже переходить на какие-то новые версии, более безопасные. Тот же Windows 7, Windows 7 64. Обратите внимание, что основная часть пользователей, она, конечно же, располагается на операционной системе Windows XP. Теперь применительно к вашей республике, Республика, вы можете обратить внимание, что, как ни странно, вроде бы Ижевск самый большой город, больше всего пользователей, да, а вот вредоносного программного обеспечения детектируется, ловится, в том числе нашими продуктами, непосредственно в городе Глазов. С чем это связано, как вы думаете? Есть какие-то варианты? Да? Образование, культура пользования. Совершенно верно. Еще это и связано с тем, чем они пользуются. Зачастую нас зомбируют, что вот бесплатное программное обеспечение, оно вас защищает. Да, вы можете видеть на своем компьютере какое-то бесплатное программное обеспечение, или даже зачастую пиратское, и успокаивать себя. Но при этом проблемы, они не решаются. И отчасти, может быть, в неразборчивости информации, которую они выбирают из интернета. В общем, это целый раздел для социологического вопроса непосредственно в этом городе. Ну вот информация вам на размышления, дальнейшее размышление. Ваши республики также не отличаются от тренда Приволжского федерального округа, но при этом можно сказать, что этот тренд касается и всей России. Пока большинство пользователей сидят на Windows XP. Это не самая безопасная операционная система из семейства Windows. Мы не обсуждаем сейчас другие операционные системы, потому что основное количество угроз, конечно, находится именно на этой платформе. Но, тем не менее, тренд меняется. Посмотрите, как-то у вас ситуация несколько лучше, чем в среднем она происходит в Приволжском федеральном округе. И для примера хотел бы привести такие же данные по Соединенным Штатам Америки. Обратите внимание, что там пользователи, подавляющее число, то есть больше половины, пользуются более безопасной операционной системой. При этом все технологии, все гаджетизации и прочее, она нам ведь транслируется. И мы хотим быть конкурентоспособными, но мы как-то отстаем от сегодняшнего дня и живем практически днем недельной давности. И вот к этим вопросам мы должны более сознательно относиться на своем конкретном уровне, защитив себя, обсудив, решив эти вопросы конкретно для себя, мы так или иначе поменяем всю ситуацию в плане безопасности интернета, который доступен нам в России. Источник угроз топ-5 это социальные сети. Да, действительно, большинство пользователей в интернете не то чтобы засиживаются в социальных сетях, но мы не можем обсуждать, с какой целью они туда зашли. Они зашли, потому что есть такой ресурс, и они имеют право. Но большинство злоумышленников, которые поджидают своих жертв, они, конечно же, как сказать, обслуживают те звенья интернета, где высокая проходимость, потому что это облегчает им жизнь и облегчает решение тех конкретных задач, которые они перед собой ставят. А это, в принципе, коммерциализация с их стороны. То есть они хотят заработать на пользователях путем, может быть, обмана, кражи информации и так далее. Далее источником угроз выступают носители, возможно, USB-носители и так далее. Ну и сталкиваемся
до личной почты. Большинство респондентов малого и среднего бизнеса при опросе нам сообщили, что они достаточно очень активно используют технологии, связанные с мобильностью, и используют работу удаленно, то есть 1/3 этих пользователей. При этом обратите внимание, что вот та самая гаджетизация, да, смартфон, планшеты, ноутбуки приблизительно в одних процентах. То есть, в общем-то, здесь нет такой вот разницы. И главное, что очень 1/3 этих пользователей считают, что мы пользуемся, но при этом считаем, что это небезопасно. В общем-то, справедливо. С другой стороны, бывает то количество 32%, всего лишь 32%. И 45% считают, что это количество угроз даже выросло в течение этого года по сравнению с прошлым годом. 41% респондентов считают, что киберугроза – это один из главных рисков в их бизнесе. И 42% считают, что частота этих кибератак участилась. Но при этом большинство участников, в общем-то, не считает, что стратегия IT-безопасности – это приоритетная задача в планировании каких-то бюджетов, выстраивании своей политики роста своего бизнеса и так далее. То есть находится не на основных задачах. Наверное, это справедливо, потому что есть приоритеты. Но тем не менее, от этих угроз, киберугроз зачастую могут расстраивать не только малые и средние бизнесы, но и крупные, и это гораздо большие деньги для этих участников. Опять же, вот есть момент и русского вопроса, когда многие считают, что у конкурентов достаточно много других задач, они не будут нас атаковать, никому не интересна наша информация, и вообще мы хорошо защищены, и мы никогда не будем целевой атакой. Понимаете? Есть вот такие данные. И благо, что все-таки какая-то часть этих опрашиваемых респондентов прибегает к способам защиты. Ну, на первом месте это антивирусная защита, на втором месте это обновление, то есть повысить уровень безопасности, зачастую это просто обновить то программное обеспечение, за которое отвечает непосредственно разработчик, то есть легальное программное обеспечение. Ну и всевозможные инструменты для шифрования, распределения уровня доступа. И все же считаем, что эти проценты, они несколько символичны, и вы можете сами убедиться в том, что на этот счет считают ваши, скажем так, коллеги из вашего сегмента рынка. Алексей, у нас тихонечко подходит время, в пару минут попробуйте перейти к итогу. Хорошо, сейчас подойдем. Ну, в общей сложности есть трудности у участников среднего и малого бизнеса. Они очень хорошо знают, они достаточно высоки в плане компетентности, но испытывают ограничения в бюджете. И обратите внимание, вот на этом слайде, вот это зависимость регионы и Москва. То есть в Москве достаточно больше денег на IT-безопасность выделяется, но меньше компетентны в этих вопросах. А вот регионы гораздо проявляют больше компетентности, но, к сожалению, ограничены в своих бюджетах. И первый вопрос к респондентам: достаточно ли этот уровень инвестиций? Половина этих респондентов ответила нет и посвятила нас в то видение, как они планируют увеличить свой бюджет. И, соответственно, выделение средств на собственную защиту порядка 25% это самый распространенный ответ. То есть можно сказать, что на самом деле мы даем карт-бланш тем разработчикам вредоносных программных обеспечений, которые за это время, пока мы беспечно относимся к своей личной информационной безопасности, они наращивают свой потенциал, наращивают свою мощность. Преимущество лицензионного программного обеспечения – это вот мнение респондентов, в общем-то это тоже несколько символично.
И это говорит о том, что только успокаивают себя участники среднего и малого бизнеса тем, что они осведомлены этими вопросами. На самом деле, по факту, все иначе. Ну и 96% всех опрашиваемых компаний, это более 3000 компаний, как я уже говорил, нам подтвердили, что с одной угрозой за прошлый год они столкнулись, и при этом 40% этих опрашиваемых компаний нам сообщили, что они даже в связи с этим потеряли свою информацию, конфиденциальную и так далее. Основной шаг к решению проблемы – это, конечно же, обсуждение и принятие конкретных мер. Очень хочется надеяться, что после данной конференции будут конкретные шаги не только в плане всех участников данной конференции, но и, может быть, потенциально все участники будут транслировать всю полезную информацию, которую вы сегодня здесь подчеркнули, своим знакомым и так далее. Все-таки это все очень важно. И у лаборатории Касперского для противодействия этим угрозам мы все-таки стоим на белой стороне, как вы там и говорили, но мы достаточно очень близко идем за всевозможными бизнесами, потому что мы чаще всего обновляем наше программное обеспечение, в том числе антивирусную базу, и идем практически за этими злоумышленниками. Появляется какое-то вредоносное программное обеспечение, у нас также сразу же анализируется и все это попадает в антивирусную базу. Поэтому мы достаточно очень компетентны, при этом поставщики, которые являются нашими партнерами, они достаточно тоже компетентны, на их борту очень много технических специалистов, достаточно очень широкий пласт решений, ну и мы всегда на передней позиции всегда говорим о сложностях киберпространстве, да, не только в России, а по всему миру. А что касается разработки программных решений, то мы позиционируемся на мультиплатформенности. То есть и отчасти это можно назвать даже и монолитностью. Когда в центре всего является антивирусное ядро, и именно эффективность этого ядра и является, скажем, точкой для выбора вектора по разработке того или иного решения. И мы, в общем-то, достаточно очень многого достигли, и этот процесс сравним с наращиванием кристаллов. И можно сказать, что наши решения, в общем-то, монолитные, ввиду того, что администрировать их можно через единый консоль, и главное еще разработать понятийный, интуитивный и доступный интерфейс, у нас также есть. Очень много продуктов, и мы позиционируемся как эксперты защищаться от основного источника угроз интернета. Это, естественно, почта, шлюзы и дисковые пространства, рабочие станции, рабочие сервера и так далее. Все наши продукты сертифицированы в АСТЕК и ФСБ. Где бы мы ни находились, в какой бы стране мы наши решения не предлагали, мы полностью адаптируемся под то законодательство, которое присутствует на этой территории. У нас полное соответствие всем видам законодательств, и в том числе федеральному закону 152 по защите персональных данных. Все наши продукты сертифицированы. Так или иначе, у нас есть много, скажем так, вариантов для малого и среднего бизнеса, если у вас возникают сложности с бюджетом, который вы планируете на средства защиты, в том числе антивирусной. Мы готовы эти вопросы обсуждать и решать индивидуально. Обращайтесь к нашим авторизованным партнерам. Давайте будем на связи. Ну что ж, спасибо за доклад. Есть ли вопросы? У нас есть время для вопросов. То есть, что? Вас не беспокоит безопасность вашего собственного бизнеса, да? Ну что ж, ладно, у меня есть такой вопрос. Ну, как известно, узкое место любой системы безопасности – это человек, да? И я знаю, что многие разработчики защитного программного обеспечения так или иначе пытаются эту проблему решить. Какие варианты решения есть у лаборатории Касперского, как человеческий фактор вы пытаетесь свести к нулю, и, может быть, какие-то конкретные программы. Вот в качестве примера у доктора Веб есть программа, где они поставляют корпоративное решение, они позволяют устанавливать антивирусы, и в том числе на домашних компьютерах сотрудников. Что-то подобное у лаборатории Касперского есть? Конечно.
все, что разрабатывается участниками рынка IT-security, оно в какой-то степени очень коррелирует, да, потому что человек не может создать что-то неземное. У нас форма совершенно одинаковая. Единственное, чем мы отличаемся: технологиями, подходами и, главное, теми знаниями, которые мы аккумулируем и собираем в течение того периода, пока мы существуем. На текущий момент вот этих знаний и этого опыта уже достаточно для того, чтобы конкурировать с основными участниками вот этих рынков, которые существуют уже более 30 лет, и не только, которые родились в Америке, в Японии, в Израиле. Понятно. А человеческий фактор? Это для вас проблема? У вас есть решение по поводу человеческого фактора? Человеческий фактор, имеете в виду утечку информации? Ну, реально сам человек, пользователь, сотрудник компании, может сам того не зная подвергать опасности информацию, хранящуюся на корпоративных серверах и так далее. Я понимаю вас, да. Смотрите, какая вещь. Все-таки становление любого человека в определенный момент она курируется поименно, да? В определенный момент мы становимся самостоятельными и уже начинаем принимать решения индивидуально. Так вот, мне кажется, что культура каждого человека как раз объясняет и культуру в семье, культуру в городе, культуру в стране и так далее. Поэтому то, как мы пользуемся интернетом, это тоже показатель, насколько мы культурны. Это такой общий момент. Я хотел бы сказать, что машина все равно будет, извините выражение, да, и вот всех моментов невозможно предугадать, но тем не менее большинство инструментов, которые мы разрабатываем, мы их, конечно же, сразу же внедряем и добавляем в наши продукты, поэтому наши продукты давно уже не просто файловый антивирус, а это набор инструментов в едином интерфейсе, который позволяет на текущий момент не детектировать уже ситуацию, а предугадывать те или иные варианты аномалий, которые могут возникнуть у вас. Поэтому здесь пользователь выступает в роли сапера, он может пойти на этот сайт, а может запросить информацию в облако через облачные технологии. У нас тоже есть такие облачные технологии, правда, мы не любим этот термин, у наших всех облачных технологий есть свое название. Kaspersky Security Network — это большая база знаний обо всех угрозах, с которыми мы сталкивались, которые мы добавляем с помощью пользователей в это облако. И вот с помощью этих знаний мы можем предугадывать и тем самым, как иначе, помогать пользователям избавляться от этого человеческого фактора, который мешает. Ну что ж, спасибо. Если вопросов в зале нет, то мы идем дальше. Алексей Алексеев, лаборатория Касперского. Ну что ж, у нас последний пункт сегодняшней программы — это группа «Безопасность».